Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Рассматриваются технические возможности по подключению Интинской ТЭЦ к сетям Акваграда для использования воды. 5 управляющих компаний привлечены к административной ответственности и заплатят штраф за выявленные нарушения. Руководители службы Стройжилтехнадзора и Комитета Коми по тарифам посетили Приполярье с рабочим визитом. Подведены итоги, объявлены победители. Завершился муниципальный этап конкурса «Педагог года-2025». Воспоминания о Великой Отечественной, детей, самых беспристрастных и самых несчастных ее очевидцев. На сцене Дворца культуры и техники состоится премьерный показ спектакля «Последние свидетели». Инту посетили руководитель службы Стройжилтехнадзора Ольга Микушева и председатель Комитета Коми по тарифам Анна Тюрнина. В ходе рабочего визита были проведены ряд совещаний с руководителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и руководством округа, а также прием граждан по личным вопросам. На встрече с руководителями управляющих компаний Ольга Микушева напомнила представителям обслуживающих организаций об их обязанностях. Далеко не все ЖЭКи предоставляют населению качественные коммунальные услуги. Работы по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов выполняются не на 100%. В службу Стройжилтехнадзора поступают жалобы от жителей разных муниципалитетов Коми, в том числе из Инты. Сейчас очень важно своевременно очищать дворы и кровли от наледи и снега. Своевременность уборки дворовых территорий. Очень много в этом году мы выявили нарушений со стороны управляющих организаций. К сожалению, они есть и у вас на территории вашего муниципального образования. Не вовремя убираете дворовые территории. И сейчас я проехала сегодня по вашему городу. В принципе, дворовые территории очищены неплохо. Сосулек я практически нигде не увидела. То есть все убрано, молодцы. Но просто хочу обратиться к вам, предупредить, сейчас начнется тепло, начнет таять у нас просто с такой скоростью, сосульки начнут образовываться, поэтому, пожалуйста, своевременно их убирайте. Не допускайте обращений граждан, потому что будут обращения, будут проверки и будут, соответственно, привлечение к административной ответственности, чего бы очень не хотелось. Поэтому вы держите, пожалуйста, этот вопрос на контроле. Если говорить о целях моего визита, то это рабочая поездка. Я рассмотрела сегодня 5 административных дел в отношении управляющих организаций, которые допустили нарушения при управлении многоквартирными домами. Одна управляющая организация не провела общее собрание собственников помещений, в то время как собственники, обладающие более чем 10% голосов, обратились на управляющую организацию с заявлением о проведении такого собрания. 3 дела были связаны с протечками с кровли и с непринятием со стороны управляющих организаций мер по устранению данных протечек. И одно административное дело касалось несвоевременной уборки снега с дворовой территории. Все управляющие организации привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа. Далее, конечно же, я проехала по городу, посмотрела состояние дворовых территорий, содержание кровель на предмет наличия свесов, сосулек. И здесь хотела бы отметить, что я удовлетворена состоянием дворов на сегодняшний момент, и я не зафиксировала, не увидела ни одной кровли, где бы были сосульки. То есть видно, что управляющие компании работают. За зиму поступало какое-то количество обращений от жителей Инты в наш адрес. Все эти обращения мы брали сразу же себе на контроль, мы передавали данные в ГЖИ по городу Инте, они выходили в рейды и фиксировали вот эти факты нарушений. Но если сравнивать с другими муниципальными образованиями, то их было немного. И видно, что управляющие организации Инты работают, и это очень радует. Ну и, конечно же, традиционно я всегда встречаюсь с управляющими организациями, потому что вопросов при осуществлении деятельности всегда и у управляющих организаций много, и у нас очень много, может быть, вопросов, которые мы хотели бы довести
до управляющих организаций, и эта работа, она направлена прежде всего на профилактику правонарушений. Эти встречи нужны для того, чтобы обеспечить, снабдить управляющие организации информацией для того, чтобы они не нарушали те обязательные требования, которые они должны соблюдать. На совещании руководитель службы стройжилтехнадзора довела до сведения информацию, касающуюся новых правил и сроков подготовки к отопительному периоду, которые вступают в силу уже с 1 марта. Сразу скажу, что требования по подготовке к зиме, они ужесточились, и причем ужесточились существенно. И управляющие организации, конечно же, должны ознакомиться с этими правилами. Документ такой очень объемный, весомый, изменений много. Поэтому мы сегодня проговорили основные моменты, которые содержатся в этих правилах, но будем еще совместно с управляющими организациями, с органом местного самоуправления изучать документы, будем готовиться к новому отопительному периоду. Я думаю, что это не последняя встреча сегодня по данной тематике. Вы должны обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии, обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию и организовать коммерческий учет тепловой энергии. Также это то, что касается закона о теплоснабжении. С 1 марта вступает в силу еще правило обеспечения готовности к отопительному периоду и порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, которые утверждены приказом Минэнерго номер 2234. Знакомились с этим приказом? Этот приказ, он вступил у нас, заменил приказ 103. 103 приказ у нас был на 8 страничках, этот на 138, по-моему, да, очень такой объемный документ. В отличие от прежних правил, которые только определяли порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок, новые правила в первую очередь устанавливают обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду. Введено новое обязательное требование – составление плана подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения 3 прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период. Кроме того, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования. План подготовки к отопительному периоду, что очень важно, он разрабатывается и утверждается управляющей организацией не позднее 30 апреля. Осталось совсем чуть-чуть, буквально 2 месяца. И этот план, он должен быть согласован с теплоснабжающей организацией. Это нужно для того, чтобы синхронизировать мероприятия, которые требуют отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок, тепловых сетей сетевой водой. И в течение 5 рабочих дней со дня утверждения план необходимо направить в орган местного самоуправления. Затем, не позднее 5 рабочих дней после утверждения, план подготовки к отопительному периоду должен быть размещен на официальном сайте управляющей организации. Если сайт отсутствует, то разместить его, он должен быть направлен в орган местного самоуправления для размещения уже на сайте органа местного самоуправления. Руководители управляющих компаний и многих жителей Инты интересует, как изменится оплата за отопление с 1 марта. Во многих средствах массовой информации была опубликована новость о том, что регионам запретят переходить на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь оплата должна осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Действительно, в средствах массовой информации прошла такая информация об изменении порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению. Но здесь я бы хотела успокоить жителей. Эти изменения не коснутся Республики Коми. В Республике Коми принято решение о применении при начислении платы за отопление порядка расчетов равномерными платежами в течение
года. И только жителям домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, предоставлено право самим принять решение о применении в отношении их конкретного дома порядка начисления платы только в отопительный период. Для нашей республики ничего не меняется, все остается по-прежнему. Анна Тюрнина провела совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций и специалистами городской администрации. По видеосвязи к беседе подключились представители Министерства строительства Республики Коми, Коми Теплоэнерго и Комитета по тарифам Коми. В ходе совещания специалисты обсудили ряд технических и экономических вопросов, касающихся таких предприятий, как Теплоэнергия, Акваград и Интинская ТЭЦ. Одной из основных встреч у нас сегодня это являлась встреча, получается, с Пауто Плюс и, соответственно, Акваградом. В рамках этой встречи прорабатывался вопрос технического присоединения Пауто Плюс к Акваграду и приобретения Пауто Плюс воды у Акваграда. Данное технологическое присоединение и покупка воды позволит существенным образом снизить тариф на услуги Акваграда в сфере холодного водоснабжения. Поэтому этот вопрос мы сейчас прорабатываем с технической точки зрения и с экономической точки зрения. Если все параметры, которые прорабатываются, будут достигнуты, я думаю, что потребители увидят тариф сниженный существенно. Завершился рабочий визит в ИНТУ руководителей службы стройжилтехнадзора и Комитета по тарифам приемам граждан по личным вопросам, который проходил на базе общественной приемной главы Республики Коми. В ИНТе стартовало анкетирование по выявлению народных инициатив, предлагаемых для реализации в 2025 году. До конца недели каждый житель ИНТы может проголосовать за понравившийся проект из 5 заявленных. Народные инициативы – это проектные предложения граждан, проживающих в муниципальном образовании, направленные на решение вопросов местного значения. На днях представитель инициативной группы, заместитель директора спортивной школы «Интинская» Людмила Сметанина лично вышла на центральную площадь города для анкетирования горожан. Проект, за реализацию которого радеет женщина – ремонт спортивного зала школы «Интинская». На протяжении долгих лет, а именно с 1993 года в спортивном зале «Интинская» не производился капитальный ремонт именно спортивного покрытия. И ежегодно мы проводили косметический ремонт своими силами. Подкрашивали, обновляли разметку. И уже на этом этапе требуется снять лакокрасочное покрытие, произвести отциклевку пола и нанести новое покрытие, новую разметку спортивного зала. Сотрудники учреждения надеются на победу и поддержку интинцев, ведь спортшкола пользуется популярностью у населения, и работники стараются учитывать все пожелания горожан при подготовке комплекса к сезону. Спортивный зал пользуется популярностью, он является центральным и основным залом, где у нас проходят спортивные мероприятия, проходят тренировки, проходят нормативы приема ГТО, и поэтому необходимо провести ремонт спортивного зала. Всего в конкурсном отборе народных инициатив, которые планируется реализовать в этом году, заявлены 5 предложений. Среди них обустройство освещения территории памятника погибшим в локальных войнах, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организации культуры, имеется в виду ремонт домов культуры, оснащение оборудованием, организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок, приобретение коммунальной техники и контейнеров, ремонт спортивного зала спортивной школы «Интинская» и содержание мест захоронения. Анкетирование продлится по 28 февраля 2025 года. Ящик для сбора предложений расположен в администрации округа на вахте. Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года-2025». Напомним, в этом году за победу в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» боролись 15 педагогов из разных общеобразовательных, дошкольных организаций и центров внешкольной работы. Участники смогли проявить себя, познакомиться с опытом коллег и поделиться своими наработками. 26 февраля на базе гимназии номер 2 состоялось торжественное закрытие муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2025».
На торжественной церемонии закрытия муниципального этапа участницы принимали многочисленные поздравления от организационного комитета и коллег. Слово перед подведением итогов предоставили начальнику отдела образования. Пусть это звучит штампом, но пока есть в нашей стране люди, которые сеют доброе, вечное, у нашей страны есть будущее. И это будущее в наших руках. И я не устаю говорить спасибо всем тем, кто сегодня стоит, скажем так, на переднем крае нашего образования. Это наш небольшой, так сказать, из уже 800 человек, да, коллектив педагогов, воспитателей, учителей, руководителей, технического персонала, всех работников. Большое спасибо всем, кто живет и работает в нашем городе. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» позволяет выявлять творчески работающих педагогов, ведь здесь сотрудники дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования не только делятся накопленным опытом с коллегами, но и для себя черпают что-то новое. Это всегда интересно, всегда какой-то конкурс – это получение новых знаний, нового опыта. Во-вторых, это знакомство, это новые лица, новые люди, от которых ты точно так же получаешь очень много информации, той, с которой, допустим, ты не сталкивался еще. То есть конкурс – это, скажем так, обучение самого педагога, как вести себя, уверенность, наверное, в себе воспитывать. Конкурс проходил в 3 этапа, во время которых педагоги проводили открытые уроки и занятия, делились опытом своей работы на мастер-классах. Каждый участник подтвердил высокое звание педагога и был награжден сертификатом. Самых высоких оценок, призового места и звания победителя удостоились 3 счастливчиков, по одному в каждой из номинаций. В номинации «Сердце отдаю детям» лучшей стала Яна Тентюкова, педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы. Педагогом я работаю уже 5 лет. Сначала свою педагогическую деятельность я начинала в СЮНе, сейчас мы вот ЦВР. В таком конкурсе я участвую впервые. Как-то вот предложили, я решила поучаствовать. Насчет победы как-то я не рассчитывала, что я так выиграю. Вот. В своей работе, конечно, все будет применяться. Почему я пришла в конкурс, чтобы своим мастерством поделиться, увидеть у других педагогов, как они работают. Было интересно. В номинации «Учитель года России» победное место завоевала Анастасия Кузнецова, учитель труда и технологии гимназии номер 2. Воспитателем 2025 года стала сотрудница детского сада номер 29 «Рябинушка» Анастасия Беляева. Воспитателем я уже работаю 7-й год. В профессию пришла с детства, любила детей, и мне казалось, что этого вполне достаточно, чтобы быть воспитателем детского сада. Вот. Пришла в профессию, мне все так же нравилось, трудности свои есть, конечно, но с этим они преодолимы. Вот. И поучаствовать в конкурсе решила, исходя из того, что хочется профессионально расти. А где получить опыт, как не среди лучших воспитателей города? Попробовала себя, хотела прийти, посмотреть на других, показать себя, вот, и как-то выиграла. Я так далеко еще не смотрела, потому что даже не предполагала, что я выиграю на самом деле. Вот. Но надеюсь, что достойно представлю город НТА. Я принимала участие в «Учителе года» 3 раза. Этот раз оказался победным. Скажем так, цель моя была достигнута. Уже 2-й раз я поеду на республику, постараюсь там выступить достойно и показать все, на что я способна. Очень счастлива. Я наконец-то получила первое победное место здесь, на муниципальном уровне. Буду стараться завоевать и призовое место там, по крайней мере. Цель моя такая, чтобы войти в 8 на республике. Это пока задача минимум. Победителям муниципального этапа сейчас предстоит большая подготовка. Пожелаем интинским педагогам достойно выступить на республиканском этапе и вернуться обратно с победой.
В субботу, 1 марта, на сцене Центрального дворца культуры и техники состоится премьера спектакля «Последние свидетели» театрального коллектива «Спутник». Поставлен он по пьесе белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич и приурочен к приближающемуся 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Репетиции театрального коллектива «Спутник» начались в ноябре. И еще тогда, осенью, юные артисты начали знакомиться со своими персонажами, читать и привыкать к ролям. Для нашего коллектива, для нашего состава эта работа именно военной тематики первая. Я к ней пришла благодаря, не знаю, это как-то так. Я сначала нашла музыку, а уже от музыки у меня пошло все остальное. То есть и как-то судьба, наверное, сама мне подсказала именно это произведение. И мы с ребятами, когда первый раз читали, я как раз у ребят спрашиваю, говорю: ребята, почему мы с вами должны, для нас это вот современным людям актуально ставить это произведение сейчас? На что они мне ответили: нам кажется, что современным детям было бы очень интересно узнать, как жили наши сверстники тогда. И настолько меня эти слова поразили, и я поняла, что, наверное, эта постановка должна быть, должна осуществиться. И вообще, на самом деле, это очень злободневная тема, о чем мы говорим. Тем более в юбилей Победы мы ставим эту постановку. Постановку мы посвящаем детям войны, которые пережили, к сожалению, этот страшный период. Произведение, на основе которого построен спектакль, выбрано не случайно. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эта тема особенно актуальна. Основанный на реальных воспоминаниях, спектакль раскрывает трагедию Великой Отечественной войны через призму детского восприятия. Эта постановка «Последние свидетели» очень актуально, тем более в год 80-летия Великой Победы, потому что истории в постановке – это реальные истории людей, детей, которые прошли действительно самый страшный этап человечества, самую кровопролитную войну, и которой, конечно, не хотелось, чтобы она повторилась еще раз. Каждый из ребят выбрал для себя историю, которая ему близка по духу, и в ней он переживает. Мы постарались затронуть все какие-то такие ключевые моменты войны, да, что пережили там дети, и блокадный Ленинград, и голод, и концлагеря. Не обошлось, конечно же, и без каких-то положительных моментов, каких-нибудь там вечеров, да, может быть, рассказов о любви. Это все вот есть в нашем спектакле, потому что наш спектакль – это вот жизнь. Мы показываем жизнь, которую переживали те дети, те люди, то поколение. Последние свидетели – это воспоминания о Великой Отечественной войне самых беспристрастных и самых несчастных ее очевидцев. Маленькие рассказы маленьких детей. Они невольно стали свидетелями того, что происходило в годы войны, и наверняка нет более страшных воспоминаний. Когда я первый раз прям читала этот текст, я думаю, я не знаю даже, какие были ощущения. Сейчас я понимаю, что очень интересно, иногда бывает сложно. Я играю девочку, которая была влюблена в своего одноклассника. И потом я рассказываю, что вернулся домой папа, и пришла такая долгожданная победа. Моя роль мальчика, который был евреем, и его, получается, поймали и посадили в Освенцим. Вот, очень такая история прям душераздирающая, плакать хочется. Так, очень спектакль будет, много кто будет плакать, мне так кажется, потому что тут такие истории, так захватывает. Книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели» – это истории разных людей об эпизодах их детства, которые пришлись на 1941-1945 годы. Истории мальчиков и девочек, которые повзрослели раньше времени. Хорошо, если в 12-14 лет, а кто-то и в 5 или 7. На их глазах убивали соседей, друзей, родителей, братьев и сестер. Им приходилось беспокоиться об оставшихся младших детях. Они пытались выжить в концлагерях и не умереть от голода. Утром
Проснулась от страха, от каких-то незнакомых звуков. Родители думали, что я сплю, а я лежала и притворялась. Видела. Папа долго целовал маму, целовал руки, лицо. А я удивлялась, что никогда раньше он так ее не целовал. Во двор они вышли держать за руки. Я подскочила к окну. Мама повисла у папы на шее и не пускала его. Он оторвал ее и побежал. Она догнала его и снова не пускала. И что-то кричала. Тогда я тоже закричала: «Папа! Папа!» У каждого персонажа спектакля отдельная история, полная эмоций и переживаний. Зрители станут свидетелями их радостей, разочарований, горя, счастья и надежды. Екатерина Дмитриевна Канева пригласила меня участвовать единственным взрослым человеком в ее постановке «Последние свидетели». В спектакле в части нашего времени я играю учительницу. В части прошлых лет я им и мама, и расклеиваю объявления, и надзиратель, и помощник. Я такой проходящий персонаж, и для каждого я являюсь разным человеком. Мне, конечно, безумно волнительно. Для меня это и ответственно, большая ответственность перед детьми, которые очень сильно стараются, очень сильно подготовлены. Они вложили столько труда, сил, своей души, какие-то маленькие частички, вплоть до каких-то декораций небольших. А это все было сделано с душой. Поэтому я, как один взрослый человек этой постановки, я очень переживаю, конечно, за себя, и за них переживаю не меньше. 13 миллионов детских жизней сгорело в адском пламени войны. Их смех фонтаном радости не брызнет на мирное цветение весны. Момент взросления для них уж не настанет. Мечты их вырезал фашистский ювелир. И в чем-то человечество отстанет, и в чем-то обеднеет целый мир. Светлана Алексеевич – автор, который знаком читателю своими документальными книгами о войне. Самое знаменитое ее произведение «У войны не женское лицо». Светлана Александровна проделала огромную работу, собрала свидетельства очевидцев, чтобы сохранить воспоминания о страшных событиях войны и минутах радости. Зрителей ждет эмоциональная и глубокая постановка, где каждая история – это искренний монолог о потерях, страхе и надежде. «Последние свидетели» – это не просто спектакль, это возможность услышать тех, чьи голоса часто остаются в тени истории. Эта постановка, она объясняет и доносит, почему не надо, почему надо думать по-другому, делать по-другому, жить по-другому. И очень радостно, что дети этого коллектива все это прекрасно понимают. И они хотят этим всем поделиться со зрителем, со своими сверстниками, ровесниками. И я надеюсь, что у них все получится. И я очень надеюсь, что зритель к нам придет, мы очень его ждем, что у нас произойдет с вами такой энергетический обмен, вы получите удовольствие, мы получим удовольствие. Поэтому вот дети, которые сейчас находятся за моей спиной, они очень-очень вас ждут и очень рады будут видеть, и я. Премьера спектакля «Последние свидетели» состоится 1 марта в 15 часов на главной сцене города. Здесь эмоции станут осязаемыми, а истории – живыми. Билеты еще имеются в продаже. Во Дворце культуры и техники прошла большая концертная программа. Всех мужчин с праздником поздравили творческие коллективы города, артисты и руководство округа. Защитники Отечества, России верные сыны. Защитники Отечества, надежный щит своей страны. Главными гостями праздника стали военнослужащие, участники спецопераций и члены их семей, ветераны военной службы, работники правоохранительных органов, руководство округа и депутаты, а также участники движения «Юнармия». Интинцев со сцены поздравил военный комиссар Инты Николай Литвинович. В этот торжественный день
Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви, мира, победы, удачи. В официальной части концерта состоялась небольшая церемония награждения юбилейными медалями 80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. От имени президента страны были награждены старожилы нашего города, малолетняя узница концлагерей и труженицы тыла. Медали женщинам вручил временно исполняющий обязанности главы округа, руководителя администрации Григорий Николаев. Харитонова Зоя Васильевна. Голубева Тамара Игнатьевна. Поздравляю вас, дорогие ветераны! День защитника Отечества – это дань уважения всем поколениям российских воинов. В этот самый мужественный день представители сильного пола, от мальчишек до пожилых мужчин, принимают поздравления и подарки, а военнослужащие заслуживают самых искренних поздравлений, ведь у них очень важная и почетная профессия – защищать Родину. Пламя памяти ярко горит, средь полярной зимы согревая, и никто никогда не забыт. В сердце каждого память живая, и потомки истории чтят. Путь героев, защитников вечен, подвиг доблести воинов взгляд, и горят нашей памяти свечи. 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом защитника Отечества. Также 2025 год – год 80-летия Великой Победы. Это не просто календарная дата, а символ национального единства и патриотизма. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дарят свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все отдам, чтобы жила моя Россия. В программу праздничного концерта вошли песни военных лет. На сцене звучали и классические композиции, которые знает вся страна, и те, которые появились совсем недавно. Причем посвящены они разным историческим периодам. Все когда-то закончится, и закончится бой. Без победы не хочется возвращаться домой. Подождите, родители, защитит вас сынок. Я вернусь победителем, тихий майский денек. Концертная программа была насыщенной и разнообразной, подарив зрителям массу ярких впечатлений. Хореографическая часть концерта была представлена яркими танцевальными постановками, отражающими силу, мужество и героизм защитников Родины. Участники концерта уверены, что такие выступления – возможность сказать спасибо всем защитникам Отечества. Проснулся свет в кромешной темноте, и Богу была названа цена. Прогнулись все братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным высокосный год, и кровью смерть была пьяным пьяна, а тучь свинцовых гроза небосвод. Прогнулось все, но не моя страна. Мероприятие стало настоящим праздником, объединившим поколения и напомнившим о важности сохранения исторической памяти и почитания подвигов защитников Отечества. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.